Петр Афанасьевич, Да. расскажите, пожалуйста, события. Едем встречать наших ребят, которые показали себя с самой лучшей стороны, заняли второе место в международном конкурсе по хирургии именно. Поэтому ради этого события мы едем встречать наших ребят. А ребята, это Героев. Студенты мединститута, какой курс? 5-е и 6-е курсы, старшие курсы, которые хотят быть хирургами и целенаправленно этим занимаются. А это какой год уже участвуете? Ну, вообще участвуем 3-й год, если не изменяет память. А вообще начали заниматься 5-й год. Уже занимаемся. Почему? Потому что благодаря тому, что Северо-Восточный федеральный университет очень хорошо развивается, очень много вливаний сделано по этому поводу, отличное оборудование. Поэтому это вот все в комплексе приводит к таким хорошим результатам. Главным научным руководителем является Гоголев Николай Михайлович, сам тоже блестящий хирург. Он очень серьезно, скрупулезно взялся за детей, прямо с ними от начала до конца, как, что, откуда, привлекает практических хирургов, находит инструменты, оборудование. Поэтому можно сказать, что отец и бог данного проекта — это Николай Михайлович. А где он сам работает? Он сейчас является заместителем директора по клинической работе мединститута. А работу свою где начинал? В республиканской больнице номер 2. В экстренной В хирургии. экстренной хирургии, да. То есть один из, можно сказать, основоположников и действующих хирургов экстренной хирургии. Николай Михайлович, расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях и достижениях. Ну, достижение, второе место на всероссийской, практически сейчас уже международной олимпиаде. Это очень большая заслуга ребят, вообще кафедры медицинского института и практикующих врачей республиканских больниц, которые сами учили ребят. И в этом отношении среди 26 были и с других стран: Монголии, Киргизии, Казахстана, Украины, Белоруссии, Венгрии. И среди них взять второе место — это очень много сил предыдущих поколений, которые вот нас встречают, тоже ребята, которые начали пролаживать этот путь, участвовали в Олимпиаде, и сейчас вот уже 3-я наша команда сборная, я считаю, сделала очень большой прорыв и очень большой задел. Всем спасибо, встречающим. Спасибо. За поддержку. Расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях на конкурсе. Ну, самые хорошие. Олимпиада прошла очень здорово. Нам всем очень понравилось. Сколько всего было конкурсов? Конкурсов было довольно много. Команд было 26. Еще также приезжали из Венгрии, Словакии, Монголии, Казахстана, Кыргызстана. Ну, такой Олимпиада уже носит международный характер. Ваша команда сколько человек? Наша команда состоит из 17 человек и разделена по бригадам. Это все студенты мединститута, да? Да. Какой курс-то? Я 6-й курс, Лера 4-й. Ладно, так первое место кто занял? Мы заняли первое место вдвоем. В хирургии нет понятия «я», есть понятие «бригада». Это первое место по какой дисциплине? Микрососудистая хирургия. Вы зашивали сосуды, да? Да, маленькие-маленькие сосуды. Сосуд головного мозга. А в общекомандном зачете? В общекомандном зачете мы заняли 2-е место. Уступив только хозяевам Олимпиады, первому государственному медицинскому университету имени Сеченова. Москвичам. А 3-е место кто занял?
Третье место заняла команда из Саратова, которая очень хорошие результаты тоже показала. У них очень высококлассная кардиобригада. Мы выражаем огромную благодарность за хорошую конкуренцию. Ваши планы на будущее? Мы не знаем. Ну, кем будете? Хирургом будете? Да, хирургом это точно, а именно какими пока не решили. Ну, главное, будем лечить наших пациентов. А вы? Ну, то же самое могу сказать. Ну, возможно, скорее всего, я пойду в нейрохирургию или в микрохирургию. Постараюсь пойти. Удачи, ребята, спасибо. Спасибо. Ребята, автобусы. Проехать есть автобус.